Реставрацию Свято-Троицкого собора ведут без разрешительной документации. В прокуратуру поступило заявление, а Госстройжилнадзор провел проверку. Репортаж Дмитрия Тымырова. Об этом стало известно после поступления заявления в адрес прокуратуры республики от одного гражданина столицы. По данному факту Управление Госстройжилнадзора Якутии провели административное расследование и выявили нарушения. Земли принадлежат охраняемые на местном уровне, на региональном уровне, да? Поэтому объект должен подлежать государственному строительному надзору именно нам, как региональное. На сегодняшний день извещения о реставрации, о реконструкции у нас не имеется. Надзорные органы решили посетить данные объекты вместе с представителями СМИ, но служители Бога отказались их впускать. Ирина Ильинична, ради чего вы говорите? У меня два свидетеля, Вот два свидетеля, хорошо. Камера не идет сюда, потому что объект находится на реставрации. На реконструкции. Вот, вы отсюда снимите, внутрь не надо заходить. Давать официальный комментарий, какие работы идут и на какую сумму, и что именно реконструируют, они отказались, ссылаясь, что представители, ответственные за СМИ, находятся за пределами Якутии. Снимите так, все, сняли, все. Все, хорошо. До свидания. По итогам проверки надзорный орган наложил административный штраф на застройщика. Это централизованная религиозная организация Якутской епархии Русской Православной Церкви по части 1 статьи 9.5 Кодекса об административных правонарушениях. Данная организация примет административное воздействие, да? Наложим штраф 50 тысяч, 500 тысяч и 20 тысяч на должностное лицо. Напомним, Свято-Троицкий собор – это первый кафедральный собор Якутской епархии Русской Православной Церкви, который сохранился до наших дней в полуразрушенном состоянии. Он был построен в 1728 году. С 2016 года здесь начались реставрационные работы. Как нам стало известно, в здании восстанавливает колокольню, от которого в настоящее время остался только фундамент, и воеводскую канцелярию, которую в будущем планирует использовать в качестве церковного дома. Когда завершатся ремонтно-восстановительные работы, неизвестно, ведь теперь нужно получить официальное разрешение от надзорных и градостроительных органов. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.